Рабочая группа Центральной избирательной комиссии республики рассмотрела жалобы на нарушение избирательного законодательства. В ЦИКе изучили каждый подобный факт. Не обошли стороной даже материалы из социальных сетей. По словам руководителя рабочей группы Северо-Осинского Центризбиркома Сосланбека Кудакова, жалобы, которые якобы подтверждались видеозаписями из интернета, не соответствуют действительности. Ни одного реального нарушения не зафиксировано. Некоторые из спорных видеозаписей были сфальсифицированы. ЦИК назвал основным источником информации о предполагаемых нарушениях сайт «Голос». Информационный портал в ходе проверки вызвал большие сомнения у руководителя рабочей группы. В эпизодах, которые Центризбирком не смог проверить самостоятельно, разбираются правоохранительные органы. Председатель ЦИК Республики Жанна Маргоева отметила серьезную подготовку к выборам, что позволило провести избирательный процесс на высоком уровне. По ее словам, были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В ходе кампании не было ни одного вызова полицейских. Напомним, 18 марта всего работало 372 избирательных участка. 178 из них оборудовали камерами видеонаблюдения. 10 территориальных избирательных комиссий также были оснащены видеокамерами. Просматриваемым видеосюжетам дается оценка, которая требует разбирательства и оценки в том числе правоохранительных органов. Для того, чтобы говорить о нарушениях избирательного законодательства, должны быть основания неоспоримые. Таковых на сегодняшний день нет.